Накануне глава Якутии Асан Николаев огласил текст ежегодного послания Государственному собранию Ил-Тумен по стратегическим направлениям развития региона. Какие главные задачи поставлены, что услышала общественность? Программный документ мы обсудим сегодня с сопредседателем Общероссийского народного фронта в Якутии Алексеем Лаптевым. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Вот для вас, как для общественника, что было, пожалуй, главным услышанным в ежегодном послании? В ежегодном послании в этом году был очень информативное послание. Буквально за эти 1,5 часа мы услышали итоги работы в 2019 году и планы работы в 2020 году. Естественно, очень порадовало, что 2020 год объявлен годом патриотизма в связи с 75-летием победы Великой Отечественной войны. И также хотелось бы сказать то, что вот по итогам 2019 года, по году консолидации, действительно в Республике Саха-Якутия, на наш взгляд, именно со стороны общественности произошла именно консолидация со стороны органов исполнительной власти и именно общественности. То есть многие вопросы, которые мы от имени Общероссийского народного фронта, от имени других общественных организаций, которые мы задавали, которые вопросы систематически не решались, они были решены. Ну, естественно, мы все, как не только общественники, как якутяне, знаем то, что наконец-то в 2019 году мечта, я не боюсь этого слова, мечта якутян по поводу строительства моста, принципиальный вопрос был решен Арсением Сергеевичем с Владимиром Владимировичем Путиным. И уже в 2020 году должно быть подготовлена проектно-сметная документация, в 2021 году должно быть начаться строительство уже моста, и в 2025 завершится. Вот такой план в послании был мною лично услышан. Ну, естественно, это, скажем так, усиление 8 арктических районов Арктики. Я сам являюсь представителем Среднеколымского района и не понаслышке знаю, как сурово, буквально в некоторых планах тяжело жить на условиях Арктики. То есть там есть определенный план мероприятий, которые мы, как и общественники, дополнительно изучим, потому что там будут вноситься в нормативно-правовую базу очень много различных документов, изменений. Ну, будем работать и в этом направлении тоже. Да, в этом году завершается год консолидации, и как вы уже минуты ранее отметили, что все-таки удалось, в принципе, консолидировать общество в целом, да, но наверняка еще какие-то вопросы остались нерешенными, и на будущее какие-то планы еще есть. Что предстоит в дальнейшем сделать? Ну, у нас Общероссийский народный фронт, наш лидер Владимир Владимирович Путин поставил перед нами задачу по работе именно с обращением на прямую линию. Создан у нас штаб при Центральном штабе ОНФ. Наш лидер Михаил Михайлович Кузнецов при встрече с Владимиром Владимировичем в Сочи показал, как это будет работать. На сегодняшний день у нас в обработке находится более 4000 заявлений на прямую линию президента. Мы индивидуально каждый отрабатываем. Есть система у нас обработки данных заявлений. И что нас очень порадовало, то есть органы исполнительной власти к этому вопросу очень сильно подключились. Было совещание на уровне администрации главы Республики Саха-Якутия, где мы вплоть обменялись до сотовых телефонов с представителями министерств, ведомств. И в дальнейшем будем плотно отрабатывать это обращение. Скоро будет еще одна прямая линия. Там дополнительные заявления, которые поступят на прямую линию, каждая будет обработана и каждая доведена до логического конца. Есть заявления, которые можно решить, в принципе, буквально в течение месяца. Есть заявления очень сложного характера, системного характера. Например, как программа «Земский доктор», где-то в районах помогают, где-то не помогают. Там нужно наладить это, не менее, наверное, полугода понадобится на это. Каждое заявление будет рассмотрено, каждое заявление не останется без внимания. Это самое главное. Хотелось бы спросить вообще, как в этом году складывалось взаимодействие вашей общественной организации с властью, с органами местного самоуправления. И по-другому вообще вопрос я бы задал. Насколько вообще активно на диалог с общественностью идет вообще власть и местное самоуправление? Нет, у нас всегда был конструктивный диалог с властью, и не только с государственными, и с муниципальными властями. Как я отметил выше, у нас проводятся и будут проводиться, я думаю, наверное, ежемесячный или ежеквартальный. Мы план работы еще не согласовали на 2020 год, посмотрим. Есть, к сожалению, вопросы, которые не решаются в оперативном характере. Приходится, например, обращаться в прокуратуру Республики Саха-Якутия, это по поводу выплаты спортсменам. Мы обращались в правительство Республики Саха-Якутия, чтобы они выплаты им произвели за 1,5 года. Люди не получались. По масс-рестлингу наша чемпионка не получала выплату, хотя положение было утверждено, средства были
заложены на это мероприятие. Ну, в календарный план были внесены, к сожалению, не выплаты. И таких спортсменов было 39 спортсменов и 39 тренеров. Вот. Мы обратились в прокуратуру Республики Саха-Якутия, они нас поддержали, внесли представление, и на сегодняшний день все выплаты произведены. Вот один из таких, скажем так, проблемных моментов, которые мы, Общероссийский народный фронт, решили. Но а в общем, если, то у нас как бы работа поставлена, скажем так, мы обращаемся с какими-то там вопросами, заявлениями, и вот в рабочем порядке, в принципе, все решаем. Ну, вот вы обращаетесь чаще всего, а бывают ли такие случаи, когда госорганы там сами к вам обращаются за помощью, помочь в решении каких-то вопросов? Нет, мы проводим совместные мероприятия, да, и в этом плане как бы тоже вот работа поставлена. У нас, то есть, диалог идет, то есть в полной мере мы как бы в этом направлении мы отрабатываем. Ну, вот а какие еще, вот, пожалуй, в целом, наверное, на этот год вот еще Ну, это около полмесяца у нас еще впереди, Да. да, на следующий год какие-то вопросы там больше всего волнуют общественников? Ну, в первую очередь мы координируем общественный мониторинг по национальным проектам. В частности, я как сопредседатель ОНФ отвечаю за безопасные, качественные автомобильные дороги. Это проект очень глобальный, на территории всей России производится. Скажем так, в этом году на территории Республики Саха более 100 километров дорог приведены в нормативное состояние. Это региональные дороги и городского округа города Якутск в частности, да, то есть муниципальные дороги. То есть мы также мониторим и федеральные дороги, управление Вилюй у нас поставлена хорошая работа, и также мы отрабатываем суправдор Лена. Что хотела сказать в этом направлении. По региональным дорогам у нас возникали вопросы, которые мы решали, в принципе, вот, в оперативном порядке. Тоже видели, наверное, ролик Покровск, республиканская трасса у нас, то, что прямо на песок кладут асфальт. Мы выехали, посмотрели, позвали подрядчиков, заказчиков, и вот оперативно решили, это просто там сбоку был песок, и на видео как будто бы просто прямо на песок. Мы посмотрели, там действительно все работы проведены, выезжали с экспертами. И вот находили, скажем так, общий язык, в отличие вот от города Якутска. В городе Якутска было выделено 1,5 миллиарда рублей, колоссальная сумма, более 22 километров дорог был проведен капитальный ремонт, но, к сожалению, вот со сроками и, соответственно, потом с качеством возникли у общественников и экспертов очень много вопросов. В том числе наш активист Антон Жандоров является у нас председателем общественной комиссии по безопасным качественным автомобильным дорогам на территории города Якутска. Вместе с ним были произведены забор кернов открытым акционерным обществом «Якутпнис», направлены на независимую, подчеркиваю, независимую лабораторию в город Москва, которая аккредитована по всем направлениям. И, к сожалению, там получилось так, что нету адгезии. Ну, адгезия – это первый слой положили, второй слой нормально не произвели работы или делали это в отрицательные погоды. И получается то, что вот керн, он пополам просто сломался. Но так не должно быть, он должен быть единым составляющим. Вот, по этому поводу при главе города Якутска проходило совещание, на котором это было. Обсудили эти вопросы все. И в 2020 году по гарантийному ремонту подрядчик обязался произвести замену второго слоя асфальта. Вот. Но мы керны взяли только, к сожалению, в 3 местах. Это улица Ларионова, Красильникова и Катунрякское шоссе. Ну, действительно, бурю, скажем так, негодование, наверное, не только среди общественности, среди обычных людей, даже в частности не только автолюбителей, обычных граждан, да, у которых даже нет машины. Вот обсуждался этот вопрос о том, что дороги делают уже чуть ли не зимой, и даже я своими глазами видел вот, чуть ли не так вот несколько недель назад, ну, какие-то мелочные работы до сих пор доделывают. И вот вопрос, собственно, в следующем. Стоит ли жителям Якутска, в частности, ждать, что если все-таки дороги будут сделаны плохо, да, и не будут соответствовать там нормам, и в частности нацпроекту безопасной дороги, подрядчик их переделает? Да, есть гарантийный срок, он
указан в контракте, который подрядчик и заказчик подписывает. То есть там в этом плане не должно быть проблем. Да? То есть очень хорошо то, что вот жители города Якутска обращались к нам в Общероссийский народный фронт. Хотелось бы отметить жильцов по улице Жарницкого, жителей по Ханурядскому шоссе, которые постоянно мониторили, фотографировали. Мы с экспертами выезжали, фиксировали эти факты. Тот же самый факт, когда жители позвонили по улице Красильникова, когда осадков выпало более 12 миллиметров до 12 часов дня, и производилась укладка асфальта. Мы это тоже зафиксировали, и в конце концов по итогам вот независимой нашей экспертизы было отмечено то, что там действительно есть нарушения. Но не такого как бы глобального характера, как на улице Ларионова, но есть нарушения, которые впоследствии, вот, ну, мы все знаем, то, что улица Красильника является, как у нас, не в нормативном точно состоянии. Алексей, ну как вы вообще видите реализацию пунктов, оглашенного накануне послания Госсобранию Айсеном Николаевым? Там очень много направлений указано, очень много работы предстоит исполнительным органам власти, законодательным органам власти и непосредственно нам, общественникам тоже в 2020 году. Но как бы год объявлен годом патриотизма. Мы со своей стороны, как Общероссийский народный фронт под руководством Владимира Владимировича Путина, будем готовиться именно к 75-летию Великой Отечественной войны. И я думаю, совместными усилиями мы те вопросы, которые в послании указаны, мы более тщательно их проработаем сейчас, наметим какие-то планы, обсудим на региональном штабе Общероссийского народного фронта и подготовим официальный по этому поводу, скажем так, не заключение, а какой-то вот промежуточный нормативный документ. Алексей, большое спасибо вам за участие в нашей передаче. Я напомню, что о ежегодном послании главы Якутии Госсобранию Ил-Тумен мы сегодня говорили с сопредседателем Общероссийского народного фронта в Якутии Алексеем Лаптевым. Якутия-24 следит за развитием главных новостей. Оставайтесь на канале.